И смотри, такой вопрос, вот, наверное, тебе это лучше ощущается. Я был на Майдане несколько раз, но я приезжал, уезжал, а ты был тут все время. И ты пережил это, и угрозу смерти, и пули рядом, и убитые, и все такое прочее, да? И сейчас ты идешь по тем же улицам города, где все это происходило, и даже я это живо все вспоминаю. Вот на каждой улице я вспоминаю, где что было, да? И на этих же местах, где сейчас баррикады тогда стояли, сейчас висят плакаты кандидатов в президенты, некоторые из которых откровенно пророссийские, да? Которые призывают к миру с Россией и так далее, и так далее. Другие кандидаты вовсе не замечают войну. Вот есть кандидаты, у которых вообще про войну, про Украину лозунгов нет. Там покараем тех, этих самых. Ни войны нет, ничего этого нет. У тебя нет ощущения того, что мы близки к состоянию реванша? Либо вот этих сил, которые откровенно пророссийские, либо тех, кому все равно и которые готовы с Россией договариваться? Нет такого ощущения. Более того, учитывая, что эти представители пророссийских откровенно сил не имеют массовой поддержки, мы видим даже их по их рейтингам, у меня нет такого испуга. Более того, и я знаю, что некоторые из них просто отрабатывают свой контракт. Это видно по тому, как неактивно они работают, выступают. И они озвучивают только те тезисы, которые им сказали озвучить. Это в рамках, видимо, какой-то технологии, разработанной в Москве. Но мы это имеем в виду президентские выборы. Да, наверное, они готовятся к парламентским. Парламентские покажут тоже. Но вот показано то, что на сегодняшний день среди кандидатов в президенты массовой поддержки ни один пророссийский кандидат не имеет. Есть электоральная привлекательность. Ну, давайте честно говорить, у нас есть часть ватного сообщества, которое действительно до сих пор на 4-м году, на 5-м уже году войны с Россией воспринимает того, что россияне хорошие, но так и не видят. Я не знаю, как можно вбить голову другое людям, которые вот рассказывают мне о том, что Земля плоская, стоит на 3 китах или слонах, не знаю, плывет в общем мировом океане. Но они в это верят. И никакие любые доказательства, даже фотографии из космоса Земли не могут. Нет, это религия, ты прав абсолютно. Это да, поэтому здесь это секта, и здесь это не что иное. Поэтому что я хочу сказать? Я не считаю, что реванш возможен в данный момент. Возможно другое. Возможно, разочарование, массовое разочарование тех, кто относится к России с пониманием, что это враг. Но разочарование не в России, разочарование в тех политических силах, которые актуальны сейчас в Украине. И появится абсолютное неверие в то, что эти силы могут привести Украину в какое-то там более-менее в ближайшее, но хорошее будущее. Вот это страшно, потому что разочарованные люди, они склонны к апатии. И к нерациональному решению. Конечно же.